сейчас уже 20 подключений. Спасибо большое. И я надеюсь, что мы сделаем запись этого мероприятия и будем обсуждать и дальше. Мы его проводим в рамках обучающего курса, который следующая наша тематика будет посвящена как раз партнерствам и развитию музейных проектов от идей до их реализации с участием партнеров. И я думаю, что как раз вот эта встреча сегодняшняя даст толчок, даст понимание того, как эффективно, интересно и грамотно можно развивать партнерство и продвигать не только свой музей, но и локальную культуру, с которой этот музей связан. Мне кажется, что этот кейс, эта история наших гостей будет очень полезна для каждого музейщика, ну и в частности для нашего проекта, обучающих сессий, которые проводит научный отдел, отдел развития, фондовый отдел в плане проекта «Музей внутри и снаружи». Вот, поэтому я думаю, что мы сегодня как раз и затронем все эти темы развития музейного проекта, да, как зарождается идея, как она дальше превращается в продукт, как она превращается в проект, как дальше искать партнеров и финансирование, и какие результаты у таких успешных проектов есть для креативных индустрий, для развития индустрии, для развития партнерств, для развития творческих институций. Спасибо вам большое за эту возможность. И я Ане Денисовне передаю слово. К сожалению, все послушать не смогу, но послушаю обязательно до конца в записи. Спасибо всем. Добрый день, коллеги. Куда я смотрю? Туда, да, или вот? Можете и туда, куда хотите. Добрый день, коллеги. Анна. Мы очень рады сегодня присутствовать на таком мероприятии. И мы немножко не так представляли, походу. Но то, что вы нас пригласили, и то, что мы сегодня будем делиться нашим кейсом, нам тоже очень приятно, потому что все мы коллеги, все в одной сфере работаем, и обмениваться опытами – это прекрасно, я думаю. И так как, конечно, мы из Якутии прилетели, и у нас межрегиональный проект «Чующий музей», про это я немножко чуть попозже расскажу. И в нашей команде прекрасный человек, талантливый музыкант, преподаватель фольклорного отделения, виртуоз фламусист мира, заслуженная артистка нашей республики Варвара Александровна Степанова-Арчина. Хочу ей именно дать возможность поприветствовать, дать музыкальный номер для наших гостей. Чтобы мы сразу поняли, что такое народная культура Якутии, да, мы сразу ее, можно сказать, и услышим, и увидим, конечно.
Спасибо, дорогая Варвара. Спасибо. А может быть, вы поясните, что это было? Вы пели сейчас, да? Вы что-то какие-то... Перевод, может быть, есть? Это протяжное пение, тоюк называется, да? Обычно это пение это пение используется во время алгыс, благословения. Когда мы поем, тоюк – это протяжное умеренное пение, которое даже невозможно на ноты перевести. У вас горловое пение, да? Ну, у нас отличие от разных народностей, у нас есть призвук колыхах, называется, фальцет. Вот. И игра на хамусе. На хамусе это у нас традиционный национальный инструмент с поколения в поколение, из поколения в поколение передалось. Он раньше делали раньше из дерева, затем из костей делали, и вот сейчас мы играем на железных хамусах. Спасибо. Я, если можно, сразу перейду к какому-то разговору, да, к обсуждению. И вопрос, наверное, это прежде всего будет к вам, Мария. Да, и здравствуйте. К нам присоединяется наш человек, ваша землячка, режиссер. Да, это Мила Кудряшова. Кудряшова. Да, режиссер фильма «Кочующий музей», продюсер киностудии «Увидеть море». Таким образом, у нас действительно сегодня такая команда из, собственно, профессионального музейщика, директора музея, представителя, можно сказать, креативной индустрии, да, образовательного учреждения, специалиста по фольклору якутскому, и вы как специалист по видео. Да? И мы будем сегодня говорить о таком комплексе. По большому кино. По большому кино, по видеоконтенту, да. И мы будем сегодня говорить о том, как все это можно объединить в рамках одного проекта. Но первый мой вопрос, собственно, где Якутия, а где Ленинградская область? Что вас сюда привело? У меня в руках программа вашего большого семинара, да, межрегионального проекта, и я вижу, что вы с 18 по 26 ноября Санкт-Петербург, Петергоф, Кронштадт, Ломоносов, Выборг, и в разных городах у вас идет и выставка музыкальных инструментов, и мастер-классы, и показы мультипликационных фильмов. Как вы смогли связать Якутию, национальную культуру Якутии, фольклор и Петербург и Ленинградскую область? Какие мосты? Давайте я с предыстории сразу начну, потому что сам проект «Кочующий музей», он стал межрегиональным чуть попозже. Он у нас был республиканский, потому что идея сама у нас зародилась уже больше 10 лет, и мы кочевали, наш музей музыки и фольклора народов Якутии, именно, ну, у нас экспонируются вот этнографические материалы, музыкальные материалы, аудио, видео, вот в фондах хранятся, да, и чтобы вот это показать, то, что у нас в загашниках лежат, мы кочевали именно по нашим улусам, районам, чтобы показать традиционную культуру наших коренных народов Якутии. А коренными считаются у нас 7 народов. Это якуты, эвены, эвенки, юкагиры, чукчи, долганы и русские арктические старожилы. И чтобы показать фольклор, традиционную культуру,
По улусам мы ездили, не только музейщики, потому что у нас команда состоит не только из музейщиков, но и есть среди нас и ученые, среди нас есть и носители фольклора, исполнители, мастера, артисты, деятели культуры и искусства. Вот такая команда энтузиастов собирается в одно место. Музей у нас является центром, где собираются идейные вот такие люди, которые именно, у которых болит сердце за сохранение, за изучение, за популяризацию всего того, что у нас есть в наследии наших народов. И вот так мы кочевали больше 10 лет по Улусам районам, но в прошлом году, ну не то, что в прошлом году, до этого у нас вот именно идея была, чтобы уже выйти за пределы республики, потому что уже команда есть, программа уже давным-давно составлена, ежегодно программа пополняется. Вот поэтому мы решили не замахнуться ли, как Мила обычно, когда про нас рассказывает, не замахнуться ли за пределы республики в культурную столицу Санкт-Петербург. И это уже в 2020 году я написала письмо в Российский этнографический музей с надеждой на то, что кто-то мне ответит. Потому что все-таки, если выехать за пределы, все равно как-то надо выйти не на маленький какой-то музейчик, да, а именно вот историческое, вот культурное здание, которое там сколько-то веков там стоит. Вот поэтому с надеждой я там написала письмо, 1 год я ждала. Через год мне пришел ответ, что это в принципе возможно, потому что для них это тоже интересно, культура наших народов, потому что и в их фондах наши и этнографические материалы хранятся, и то, что вот мы хотим представить нашу выставку «Мотивы Севера», ну, костюмы в основном у нас современных мастеров, но 20 века, это уже история, да. Вот поэтому они согласились, и помимо выставки у нас культурная программа слаженная, ну, как я уже сказала. Но помимо этого еще музей, допустим, не только выставкой, не только собиранием фондов занимается, но и наш музей является кинематографическим. Больше 10 лет мы занимаемся созданием документальных фильмов, видеоуроков и созданием мультипликационных фильмов по эпосам и сказкам коренных народов Якутии. Соответственно, в программе у нас еще и самое мобильное устройство, это флешку взяли, и там закинули наши мультипликационные фильмы, документальные фильмы, и вот это еще дополняет нашу программу. И, соответственно, целевая аудитория тогда получается, это уже с дошкольного возраста до наших пожилых людей. Вот поэтому вот такая обширная программа, и мы в 2022 году, это в прошлом году, к столетию нашей республики впервые выехали за пределы республики и в культурную столицу в Санкт-Петербург. И целый месяц у нас в Российском этнографическом музее стояла выставка «Мотивы Севера». Но помимо этого, конечно, после того, как они нам ответили, мы сразу начали еще искать другие учреждения. Нам откликнулся Шереметьевский дворец, музей театрального музыкального искусства Санкт-Петербургского, Наталья Ивановна Метелица, у нее там 5 или 6 филиалов, и они предоставили для наших мероприятий музей-квартиру Римского-Корсакова, чтобы показать профессиональное музыкальное искусство Якутии. С нами ездила артистка, ведущая солистка театра оперы и балета, потому что вот музей музыки и фольклора, да, вот поэтому от фольклора до профессионального музыкального искусства мы показываем. А также в Шереметьевском дворце, конечно, у нас концерт ансамбля, этнического ансамбля «Колсаха» был, в Ленфильме показ наших фильмов, Доме дружбы, Доме национальности, и так, и пошло, и поехало, вот примерно мы целый месяц поработали. Ежедневно у нас вот столько мероприятий было, столько кочеваний из одного учреждения в другое учреждение. Но после этого нас сразу пригласили в том же году, в прошлом году, уже пригласили, полностью оплатив нашу команду, наш весь проект в Красноярский край, в город Набережный.
Там мы провели фестиваль совместный, показали Дни Якутии культуры. И во Владивостоке, в Эфе тоже мы показывали свою программу. И в этом году, ну, в прошлом году мы очень много раз подавали на грант совместно с Милой Кудряшовой, потому что, ну, про Милу я еще чуть попозже расскажу, потому что я хочу про нее еще другую историю рассказать, историю, связанную не только с нашим кочующим музеем, но еще очень много проектов у нее связано с Якутией. Я закончу насчет кочующего музея. Ну вот в этом году мы выиграли грант, стали победителем первого конкурса президентского фонда культурных инициатив на то, что мы там приложили все документы, которые, все ролики, все документы, подтверждающие о том, что мы вот так ездили, у нас уже есть опыт, и населением, допустим, центральных регионов программа востребована. И фонд нас поддержал, и нам дали финансовые средства на то, чтобы мы создали фильм «Кочующий музей». Это уже как реклама, вот это уже, можно сказать, мы уже сделали конкретно нашему проекту конкретный фильм о том, что как это происходит, как все это выглядит. Это конкретная реклама для нашего музея. Это благодаря нашей Миле Кудряшовой. И первый этап в этом году мы съездили, у нас маршрут был по железной дороге, первый этап в Амурскую область и Забайкальский край мы съездили. Около 20 дней мы там поработали, конкретно по железной дороге ездили. И вот буквально там 3 недели назад мы приехали оттуда и немножко побыли у себя на родине. И третьим этапом у нас вот Санкт-Петербург и Ленинградская область. И вот программу вы уже держите у себя на руках. Мы вот здесь находимся. Вот. Можно я задам пару вопросов? Для того, чтобы просто понимать. Да. Так, ваш проект «Кочующий музей», его смысл в том, чтобы сначала это был внутренний проект, внутри одного региона, Да. и вы показывали свою традиционную культуру тем людям, которые у вас живут, собственно, Да. носителям этой самой культуры. Да. А потом вы этот проект трансформировали, что традиционная культура вышла за пределы региона, да? Да. И сейчас смысл проекта в том, что вы показываете культуру народов Якутии всем остальным регионам России. Да, Да? То есть начиналось с внутреннего Да. и превратилось во внешнее. И сейчас фактически вы выступаете такими представителями региона, да, его культуры, носителями его культуры по всей большой стране. Вы от имени Якутии показываете все то, что в ней есть прекрасного фольклорного и музыкального. Да. Правильно? Да. Второй вопрос. Значит, вы говорите про то, что вы сейчас выиграли грант. Для всех музейщиков всегда вопрос бюджета, вопрос денег первоначальный. Сначала это был бюджет республики, да, то есть или это были просто ваши внутренние какие-то ресурсы, деньги, Да. за счет чего вы выросли? Ага. За счет энтузиазма, за счет собственных средств. За счет идеи, да? За счет идеи. Да, то есть вы сначала поверили в то, что это необходимо, Да. стали это делать, и дальше уже привлеклись все остальные возможности, ресурсы, когда люди увидели, что вам можно доверять и с вами можно работать. Хорошо. А сейчас вы как видите свою задачу? То есть вы просто хотите проехать всю Россию, да, и всем показать, кто такое Якутия, или у вас есть еще какие-то идеи, мысли? Ну, первая наша идея вот это, ну, то, чтобы показать, потому что она востребована. Никто, допустим, мы вчера в Кронштадте были, даже вот пожилые бабушки, они не знают, что такое Якутия, и они настолько были удивлены, настолько были восхищены, что вот они дальше хотят посмотреть, еще дальше приезжайте к нам и еще показывайте, говорят, потому что мероприятий же очень много, и мы не все же показываем, не полностью, потому что в день иногда у нас по 2 учреждения, и не все показывается за один раз, конечно. Вот поэтому она все равно востребована она является познавательным. Это первое. А второе, конечно, сейчас у нас еще цель такая стоит, мы должны привлечь наше молодое поколение, потому что у нас очень много талантливой молодежи, которые мы должны привить чувство энтузиазма, любви к своей родине. И вот это чувство, если у них это заложится, и если мы уже их будем с собой, потому что до этого с нами всегда ездили, допустим, если мы артистов брали или мастеров брали, мы маститых брали. А сейчас наша цель именно наше молодое поколение тоже вот так.
с собой вести и их имена тоже делать. А можно ли рассматривать ваш проект как некоторую модель, да? Ну вот, например, у Ленинградской области тоже скоро юбилей, ей исполняется 100 лет, и можно ли, например, представить, что разные регионы России создают себе вот такие проекты, да, кочующие музеи, и начинается такое путешествие. Здорово, что в нем участвуют действительно жители вашего коренного региона, скажем так, да, которые вот молодые, действительно, вы тем самым используете их как таких послов культуры, которые показывают свою культуру за пределами. Да? То есть, в принципе, вот этот проект может быть таким моделью для представления культуры региона. Конечно. Конечно. Мила, ваша роль. Нет, давайте я сперва представлю. Хорошо. Это наш большой друг. С Милой мы знакомы с 2019 года. Как она в аэропорту, я ее встретила, меня назначили ее куратором. И с тех пор вот столько, 5 лет прошло, и она сняла за эти 5 лет уже 5 фильмов, а проектов еще много. Проектов много, больше, но сняла 5 фильмов, связанных с Якутией. В основном, вот именно о культуре Якутии в основном фильмы. Ну, о людях, о культуре, ну, культура связана, ну, без людей, конечно, культуры нет, да, на самом деле. И вот в этом году она сделала 4 премьеры своего фильма. Буквально вот, когда мы сюда приехали, до этого у нас состоялась премьера нашего фильма «Кочующий музей» в нашей республике. И вся республика ее чествовала. До этого, там 3 дня или 4 дня вперед, у тебя еще другая премьера. Ну да, у меня в этом году 4. Да. Вы живете в Петербурге? Я живу в самолете. Давайте ей предоставим слово. Вот. Но так как я понимаю, что у нас профессиональная профильная аудитория, да, то есть я уже могу разбирать определенный кейс со стороны как бы профессионального сотрудничества. Но начнем с того, что изначально, когда я начинала свою деятельность как кинорежиссер, как продюсер, я была связана с музеем именно Санкт-Петербурга, Ленинградской области, потому что музей – это та площадка, где документалисты могут показывать свое кино. А вы документалист, у вас документальное кино? Да, у меня документальное кино. Безусловно, я работала на многих игровых проектах, но я не была там режиссером. Я входила в продюсерские группы и замечательных, великих режиссеров, была на многих фестивалях. У меня хороший бэкграунд, связанный с профессиональным образованием как документалиста, и мы много проектов до моего якутского периода уже успели сделать с музеями Санкт-Петербурга. То есть в Якутию у меня, как я шучу, прибыли динозавры. Я отправилась в Якутию вместе с нашими палеонтологами. Меня поддержал наш СПБГУ, университет, соответственно, и Якутия была выбрана как то место силы, где возможны мировые открытия. И на момент окончания этого нашего проекта мы сделали 3 мировых открытия, которые, соответственно, запечатлела наша камера. И, соответственно, работая над фильмом, над проектом, я поняла, что необходимо нам показать вторую линию, это магия места. Да, магия места, где случаются такие замечательные открытия, что за народ, что за культура, почему у Магоя есть портретное, есть портретное сходство с динозавром. Так родился наш первый проект «Динозавры вечной мерзлоты», мой фильм «Мой личный дракон», который повествует одновременно и о научно-популярных открытиях, и о изучении эпоса Аланхо музейными сотрудниками, специалистами и так далее. Там соединены 2 линии, это называется креативная журналистика, нет, конечно, креативная документалистика. И после этого у нас сложилась команда, да, и мы сделали много проектов, я работала с культурными учреждениями. Не надо, конечно, забывать, что Санкт-Петербург – это центр изучения Арктики, да, то есть и здесь находятся и архивные данные, и центры, экспонаты и так далее. То есть и наша связь, она, в принципе, не случайна.
Да? То есть, понятное дело, что образовалась энергия культуры, а главное сложилась команда. И на каком-то этапе, после того, как с Машиной командой, с Машей мы сделали несколько проектов, и съемочных, и которые касались продвижения культуры, именно артистической по всей стране, родилась идея снять в команде Маши. То есть родилась она в Петербурге, да, после какого-то определенного форума. Мы знали, что Маша приедет в Санкт-Петербург с командой впервые. Это впервые будет фиксироваться моей камерой. И я знала, что я в этот момент буду находиться, в момент сбора команды, я буду находиться в Якутии. Вот, поэтому фильм «Кочующий музей», вот, который мы сняли совместно, Маша там главная героиня, это о синергии культур. То есть, соответственно, там два автора. Я, рожденная в Санкт-Петербурге, в городе, который человек подчинил собственную власть. Это город искусства человеческого гения. И дети природы, да, где еще 80% территории Якутии не изучены. И там действительно самое главное открытие еще впереди. Да, то есть мы соавторы сценария, да, Маша, и главная героиня, и соавтор того, что там происходило. Да, то есть как происходит слияние, что происходит, нас очень интересовало восприятие, допустим, вот этого нашего холодного, снобского города, того, что... Очень интересно, можно ли фильм увидеть? Сегодня вечером приглашаю. Да, Ленфильм, вот как раз и одной, допустим, из идей «Кочующего музея» было не только представить определенную экспонацию, но еще и снять фильм, еще его и показать. Да, то есть как происходит синергия культур, как меняется восприятие, да, то есть как происходит познание мира. А вы сказали экспонаты. Про какие экспонаты речь? Вы же не возите с собой предметы музейные? Возим. Возите. Возим. То есть прям У нас- фондовые предметы берете? Да, у нас, разрешение мы с Минкультуры РФ берем. Все равно это все разрешения, все документацию, страховки, полностью это оформляется. А так вот, допустим, на этот раз вот мы приехали, и без фондовских материалов мы методические пособия, музыкальные инструменты. То есть у вас могут быть путешествия с предметами и без предметов? Но предметы именно конкретно фондовские, допустим, по железной дороге мы взяли. Там уже выставка была, и вот поэтому экспонаты все равно должны отдохнуть. Это уже столько кочевать, это тоже изнурительно для них. А предметы – это у вас музыкальные инструменты? Нет, не только. У нас этнографические материалы, допустим, по 7 коренным народам, традиционные костюмы, декоративно-прикладного характера, мелкие предметы, обереги, там идолы, вот эти предметы мы берем, шаманские вот эти. А помимо этого еще музыкальные инструменты. И в основном сейчас мы музыкальные инструменты, допустим, вот на этот приезд мы с собой везли работы молодого мастера музыкальные инструменты, они интерактивные. Это вот, чтобы дети и взрослые могли сами потрогать, поиграть. Вот такие инструменты мы привезли с собой. И вот эти материалы мы передали в дар Шереметьевскому дворцу, музею музыки, потому что с прошлого года мы заключили соглашение о сотрудничестве, и ежегодно мы будем вот над этим работать, чтобы имена наших мастеров тоже у них оставались, вот работы, предметы наших народов. Хотя бы не обязательно все это в фонд передавать, да, именно чтобы как методическое пособие, чтобы они, как интерактивные эти музыкальные инструменты, чтобы они тоже использовали, чтобы население города Санкт-Петербурга, они тоже это, постоянно могли потрогать, поиграть, заинтересоваться. Чтобы Якутия была рядом. Да. У вас в проекте заявлены еще анимационные короткометражные фильмы. Да. Это тоже ваши? Нет. Нет? А что это такое? Ага, я до этого немножко об этом сказала, то, что наш музей является кинематографическим. Больше 10 лет, первый наш мультфильм вышел в 2009 году, мы создаем мультипликационные фильмы по эпосам и сказкам коренных народов Якутии. В этом году, допустим, вышли 3
2 короткометражных мультипликационных фильма. Изначально, когда мы создавали мультипликационные фильмы, конечно, тоже на голом энтузиазме, полностью все это на своих плечах мы это все это дотягивали. У нас и есть полнометражные мультипликационные фильмы. Музей в основном, допустим, там авторская группа целая работает, потому что мультики создавать вы, скорее всего, сами знаете, это сложная работа, годами делать. Ну вот первый наш мультфильм 1,5 года мы делали, и, допустим, я являюсь сценаристом, там переводчиком, есть художники-иллюстраторы, есть профессиональный аниматор, есть звукорежиссер, есть дикторы, вот это целая команда работает. И идея-то наша, и деньги находим мы, откуда, дай бог знает. Но вот, как я уже говорила, даже вот сам проект «Кочующий музей» изначально на голом энтузиазме, да, деньги сами находили, из своих средств делали. Мультики то же самое было, но вот уже последние 2 года наши мультики, они востребованы, вот поэтому уже заказ делают. Государство, наша республика уже финансирует через госпрограммы по сохранению языков. Вот поэтому, допустим, сейчас уже они понимают, что это важно, что это необходимо. Не только на русском языке мы создаем, но и на языке вот того носителя, который вот эта сказка. Вот поэтому и потом еще переводим на иностранные языки. Вот. Уточню, значит, у вас суть проекта, как бы ключевая его часть, это вот фактически передвижная выставка, да, которая ездит по всем разным регионам России. Да, эта выставка сопровождается методическими семинарами, методическими пособиями, вашими выступлениями, концертами, артистами, да, и теперь в этом году добавился еще видеоконтент, да, видеофильм. Как участвует фильм в проекте? То есть вы его где-то, ну вот здесь я вижу в Петербурге эту неделю вы его показываете, да, несколько премьер. А что еще делает фильм для проекта? Ну, я отвечу тогда на этот вопрос. Ну, сейчас в документалистике очень модный тренд – это сотрудничество с музеем. Да? То есть у нас несколько дальнейших проектов тоже сотрудничества с музеем. Мы будем выходить на питчинг фестиваля «Мира знаний». Фильм может существовать и отдельно. Его премьера была в рамках международного кинофестиваля «Мир знаний», потому что кино у нас является отдельным произведением искусства. Да? То есть это не телепрограмма, да? То есть это история, роуд-муви о людях, которые приехали в большой город покорять свои культуры, можем так сказать. Он может существовать отдельно. То есть я могу представлять его со съемочной группой, с музейщиками, да, которые приняли участие в этом проекте, предоставили площадки. У нас же этот проект снимался на нескольких музейных площадках. Это РЭМ, Шереметьевский, ну, понятное дело, что это музей музыки и фольклора народов Якутии. То есть он проект, да? То есть он показывает, как мультимедиа культура может соединяться с музейным делом. То есть, соответственно, и кино можно разбирать тоже как удачный кейс. Вот это мне очень важно услышать, да, что ваш фильм – это не только как бы с одной стороны, это часть проекта «Кочующий музей», но это самодостаточное ваше авторское высказывание, да, на волнующие вас как автора темы, которые может существовать и вне проекта «Кочующий музей». Безусловно, потому что вот, допустим, сегодня мы встречаемся с вами, рассказываем о проекте, а уже вечером в 7 часов, и мы очень хотим всех пригласить, кто сможет прийти на Ленфильм, на культовой площадке Санкт-Петербурга. Соберется моя съемочная группа с нашими дорогими героями, и Варвара тоже героиня этого фильма, и героиня его другого фильма, которая открывала нашу конференцию. И мы покажем фильм, расскажем, да, то есть для большой аудитории именно в профессиональном кинозале. То есть мы совместим кино и рассказ о культуре. То есть можно рассматривать сотрудничество, да, для музея сотрудничество с кино, с режиссерами документального кино, это способ
ну, как бы предъявление себя, да, музея, своего наследия, всего, чем вы занимаетесь, вот всей вашей миссии, на совершенно другую публику, Это на совершенно популяризация, другую это уже аудиторию. миллионы зрителей, Да, да, то да. есть, потому что наш фильм потом в январе уже выходит на НВК Саха, да, то есть он идет по кинофестивалям. Я думаю, что в следующем году это, конечно, все киноплатформы, как и все мои другие проекты. Сейчас он идет по кинофестивалям и по нашим То есть проектам. у него не прикладное значение заснять кинохронику, да, Нет, вашего нет. путешествия, это совершенно другая самостоятельная Не задача. телепрограмма, да, то есть то, что мы делаем, мы ориентируемся на принципы построения игрового кино, да, то есть у меня нет интервью в кадре, да, то есть закадрового текста, да, то есть у меня менталистика, Как она должна быть. С игровыми элементами. Ну, соответственно, у нас нет сценария для игровых элементов. Я могу только провоцировать своих героев. Вот. Что касается о данном маршруте, да, конечно, сыграл человеческий фактор, непосредственно нашего знакомства географического положения, а по концепту это северо-запад, северо-восток. Это вот такая тонкая красная линия. То есть мы попробовали свои силы сейчас в том регионе, где родилась я, тот регион, который знала Маша. То есть и мы поняли, что родные стены, во-первых, помогают, да, то есть и нас приняли те, которые, конечно, знают, что мы делаем, и что мы делаем это качественно. И после этого проекта нам уже не страшно идти дальше. То есть там, где есть и коренные, малочисленные народы. Кавказ, то есть В Ленинградской области тоже есть коренные малочисленные народы. 24-го мы будем выступать в усадьбе Рерих. В Изваре? В Изваре, да, то есть это для меня это культовое место, там недалеко находится моя дача, где я провела все свои детские годы, соответственно, мы посетим и познакомимся. Я очень хочу Маше показать культуру именно юго-западной части, где обитают и жоры, и вепсы, именно конденсация нашего коренного населения. И, возможно, это родится по пути, как у нас обычно бывает, следующие проекты, потому что там крепости, замки, вот эта культура, которая может быть синергетически дополнена тем, что, допустим, здесь в Якутии. Это было бы прекрасно, да, мы будем очень рады, если такие идеи родятся внутри вашего прекрасного креативного дуэта, да, или трио. Дорогие коллеги, которые нас слушают, да, по ту сторону экрана, пожалуйста, если вы хотите что-то спросить у Марии, директора, повторюсь, да, музея. Спросить про наши творческие планы. Сейчас я спрошу, Вы можете либо включить звук и задать вопрос, либо написать его в чате, и тогда Айк, который курирует всю нашу техническую часть, нам его поможет. Пока коллеги думают над вопросом, я спрошу про ваши творческие планы. Ну вот я могу уже рассказать, что, опять же, на Ленфильме мы будем выходить на питчинг нашего нового проекта, который называется «Снежный человек. Рождение легенды». Это наш синтез работы в Ленинградской области, в Мурманской области, Северного Кавказа, Карачаево-Черкесии и Якутии. Да? То есть мы будем творить проект про то, как снежный человек, как бренд помогает развитию региона и, соответственно, какие музейные экспонаты с ним связаны. Ну, если я знаю, мы писали вместе с вами заявку на грант на эту тему снежного человека, да? Да, Ладейно-Польский. Да, Ладейно-Польский наш музей помогал, мы вместе придумывали, как наша Ленинградская область может поучаствовать в этом проекте. Будем надеяться, что грант получим, и тогда сможем поучаствовать. Так что Ленинградская область уже подключена в наш креативный процесс. Мы расселим снежного человека в Ленинградской области, да, и сравним процесс, который происходит в межрегионе. И очень наша личная благодарность вам, что вы воспринимаете что-то креативное и новое, да, то есть мы стараемся, мы очень стараемся. Нетрадиционное, да, в смысле ресурса. Ну, то есть, потому что именно это я скажу уже как продюсер, да, которому очень
который очень заинтересован в большом охвате аудитории. Да? То есть именно вот какие-то такие креативные идеи, они выстреливают и привлекают внимание. Да? И музеи, которые с нами работают, понятное дело, что они узнают уже на большом количестве, на большой территории. Мгм. Коллеги, есть ли какие-то вопросы? Кто-то хочет что-то голосом спросить? Тогда можно включить микрофон и задать свой вопрос. Впоследствии приехали к ним. Да, мы этот вопрос еще отдельно будем обсуждать с нашими коллегами. Да? Скажите, пожалуйста, тут такая всегда есть болевая точка, то, что предлагает Мила, да, вот эти все такие креативные идеи, да, сложные, часто вызывают у музеев, у таких классических музеев, некоторую боязнь и оторопь, да, вот зачем нам все это нужно. То есть у нас есть фонд, мы должны его представлять, мы должны вот работать в музейных помещениях, зачем нам выходить за границы музея, зачем нам вступать в такого рода проекты. Можно вас попросить ответить с обеих сторон? Вот вас как музейщика, вам не страшно было, не боялись вы таких необычных, нестандартных форм музейной деятельности, а вас, как, соответственно, с другой стороны. Вам сложно общаться с музеями? Ну вот, наверное, с вашей не сложно, да, в силу личных обстоятельств, а вот с другими музеями, есть ли какие-то у вас сложности, как вы их решаете, как вы убеждаете музейщиков, что это не страшно? Говорить о снежном человеке на примере Ленинградской области. Я когда сама услышала эту идею, у меня она вызвала недоумение. Да? Потом мы ее пообсуждали, поняли, что, в общем, можно найти какие-то связки, придумать какие-то истории, но сначала казалось, что это не музейная совсем история. Ну, наверное, трудно было в начале, но когда у нас сейчас есть фильм «Кочующий музей», да, то есть где мы допускаем определенную метафизику, не без этого. Да, то есть понятное дело, что мы хотели сделать фильм не скучный, зрительский, легкий. И кто воспринимает этот фильм из музейщиков, да, то есть они понимают, что нам бы точно такое же, только продаться. Я уже слышу отголосок. И уже наработанный опыт, наработанные связи, и мы можем предлагать, допустим, снимать на площадках. С этого обычно начинается, а потом на площадках делать кинопоказы. Так же, как у меня было, допустим, с консервативным художественным музеем Якутии. Мы сначала сняли определенные экспонаты, а потом уже Алверды пришел запрос, давайте мы все-таки покажем ваше кино для наших зрителей. Оно же все-таки у нас в музеях снималось. То есть, бесконечная вариация проектов может быть. Да, то есть от показов до съемок, да, от чего-то такого элементарного до уже большого включения в проект. Вот. Но это очень сильно зависит от креативности группы, от тех людей, которым действительно хочется что-то новое продвинуть, свое детище, разработать новые программы, привлечь народ. Да? То есть тем, кто сидит просто так на месте, мы не интересны. То есть здесь должно произойти такое соединение. Конечно. Дополните что-то. Мила все это раскрыла, потому что действительно так, если наш музей не боится креативности, мы наоборот хотим, чтобы у нас все новое и новое появляется, новые течения, и вот то, что мы новое создаем, мы постоянно вот это, допустим, не выбрасываем, а вот это, допустим, даже создание вот этих документальных фильмов ежегодно создаем. Создание мультипликационных фильмов ежегодно создаем, потому что и репертуар пополняется каждый раз. Это же каждый раз новое, но это за собой вот так цепочку делает и дальше идем. Потому что вы очень хорошо понимаете, что музей, он не только про прошлое, он прежде всего про настоящее, а самое главное, он для будущего. Да? И то, что есть в музеях, рассказывающее о прошлом, оно становится ценным только тогда, когда мы рассказываем про это людям, живущим сегодня, да, для того, чтобы что-то с ними происходило такое, что изменит наше совместное общество будущего. Да? И только когда мы это все понимаем, и музейщики, и режиссеры, и музыканты, и все прочее, тогда наш музей становится действительно живым, актуальным и современным нашему сегодняшнему миру.
Если у нас вопросов не появилось, да, коллеги, может быть, кто-то хочет что-то сказать напоследок, мы уже движемся к финалу, приближаемся. Пожалуйста, говорите. Ну, я могу еще Да. тоже, пока коллеги готовятся, от себя добавить, что мы, конечно, с нашими проектами посещаем много регионов, то есть мы кочуем, то есть с нашими фильмами, с нашими лекторами, очень много музеев у нас. Мы смотрим, как креативные в другие регионы. Я могу сказать, что теперь в каждом музее есть свой фотограф, видеограф. Очень большое внимание сейчас уделяется именно каким-то прямым трансляциям, сюжетам, да, потому что уже нет границ, нет расстояний. Допустим, тот же самый музей в Ковдоре, это очень далеко. Это где-то на границе с Норвегией, да, то есть, ну просто нас отчитали с Машей, что мы не включили заранее в наш проект «Код дракона» музей Ковдора, а там центр гипербореи. Да, то есть и вот просто настояли, чтобы Ковдор там был, и они были, они проводили это мероприятие. Нет границ, нет расстояний, да, то есть с появлением мультимедиа, да, то есть бесконечные мосты мы проводили и сейчас проводим между музейными площадками. То есть так рождаются креативные проекты, когда мы можем соединить несколько музеев в нескольких регионах и обсудить тему «Снежного человека». И мы это будем делать. Ну, в этом году ваш фильм, да, «Код дракона» показывался на площадках многих наших музеев Ленинградской области. И коллеги, да, кто показывал этот фильм, Да, у кого шумный проект. Да, то вот, собственно, главный режиссер этого проекта, уже не кочующий музей, а, собственно, «Код дракона», это Мила, да? Как я Да, руководитель проекта, а внутри него мой личный дракон, который уже прошел по многим площадкам Ленобласти. «Код дракона» — это проект, где именно показывают фильмы, мультфильмы про драконов, ну, связанные с драконами. И наш мультфильм тоже вот в этом проекте «Код дракона» Юрган Батур Стремительный, где вот этот дракон у нас в виде злого духа Нижнего мира тоже есть. Вот То есть вот так совместные проекты, да, они множатся, расширяются, Да. эта вселенная бесконечна. Да. Так что, коллеги, если у вас будут какие-то идеи, да, в музеях Ленинградской области насчет межмузейных проектов, и ровно через 40 минут мы начнем обсуждать эту тему уже на нашем курсе повышения квалификации, да, имейте, пожалуйста, в виду, что ресурсов для привлечения всякого разного интереса к вашим коллекциям, к вашим музеям очень и очень много, да, и вот тот проект, про который мы сегодня говорим, как раз показывает такой вот прекрасный, успешный кейс, когда люди из Якутии приехали в Петербург рассказывать о том, что у них есть, показывать нам всем, и мне кажется, это достойно всяческого уважения, почитания, и большое вам спасибо за то, что вы до нас добрались. Спасибо. Спасибо вам большое, да. А главное, продолжение следует, поскольку сейчас мы заканчиваем в этом году, и в начале следующего мы проводим «Код дракона» и «Кочующий музей», дальше начинаются наши другие проекты, да, то есть поэтому, когда разработан формат и есть желание площадок, допустим, принять наши проекты, мы, в принципе, готовы к сотрудничеству. В декабре я снова прилетаю, и у нас вот очень много заказов. Ну, нас приглашают, вот поэтому я должна была прилететь 8-9 числа на конференции Ассоциации арктических музеев, но меня попросили еще дальше оставаться, потому что и библиотеки, и музеи тоже просят еще. Еще и еще. Да, Да, вот поэтому еще. Грант дает нам возможность предоставлять контент бесплатно. Да, то есть вы нас поддерживаете, допустим, площадками и своими письмами, а грант нас поддерживает тем, что мы все это делаем безвозмездно для аудитории. И очень нам, конечно, было бы на будущее интересны особняки, допустим, с камерными залами, да, то есть с оборудованными площадками, потому что очень хотим дружить с этими площадками. Да. Откликнитесь, пожалуйста. Да, пожалуйста, вы готовы. И, коллеги, мне кажется, что стоит подумать как раз вот об этой, как я уже начинала, да, модельной истории предъявления наследия региона вокруг, да, за границами этого региона, если выбрать
какого-то, да, какую-то тему, какую-то идею, которая объединит нашу Ленинградскую область, да, какого-то персонажа, как Мила выбрала дракон, да, и вместе все это пообсуждать, попридумывать и с музеями, и с кино, и с музыкантами, и с художниками, да, то мы можем сделать какой-то очень красивый, интересный проект к столетию Ленинградской области, да и вообще. Вообще шикарно будет. И вот здесь все наши контакты вы Да. передадите, да? Да, мы все разошлем, Да. все Ага. передадим. Спасибо вам большое, да, очень Спасибо. рады были Спасибо вас видеть огромное. у нас. Надеюсь, что все впереди, что мы Да, только мы начинаем. продолжаем. Да. Мы Мы продолжаем, начинаем, да, Таня, подходите. Все тогда, коллеги, мы прощаемся, да, трансляцию завершаем, запись у нас есть, и мы ее тоже отдельно выложим всем, кто не смог сегодня присоединиться. Спасибо. Коллеги, если у кого-то вопросы есть, можете задать. Вас слышно.